Но я хочу поделиться одним словом, которое было у меня сегодня утром, когда я проснулся. Я прочитаю сначала в одном переводе, а потом в другом. Исайя 53 глава, 11 стих. «После страданий своих он увидит свет и порадуется. Через познание его мой праведный слуга многих оправдает и понесет их грехи». Но на самом деле я это же самое место Писания совершенно в другом переводе, оно у меня сегодня появилось в голове. Потому что, видать, я пророка Исаию чаще читал в синодальном переводе. В новом русском переводе я очень плохо, видать, знаю какие-то места Писания, поэтому Дух Святой берет то, что было заложено в синодальном переводе в моем сердце, и Он начинает это мне напоминать. И вот здесь написано то же самое место Писания. «На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Когда я утром проснулся, это слово, что Христос совершил подвиг души. Он тот самый закланный ягненок, заместительная жертва за тебя и за меня. Он тот самый ягненок, о котором когда-то Моисей говорил, что помажьте кровью ягнят перекладины и косяки дверей, чтобы ангел-губитель прошел мимо, чтобы у вас никто не пострадал, а этот ягненок единственный, кто будет страдать и кто будет убит для того, чтобы вы могли жить. Он тот самый ягненок, о котором сегодня апостол Павел со страниц послания Коринфян кричит, что он есть Пасха наша, закланная за нас. Он тот самый ягненок, который стал жертвой, лежащей на жертвеннике, и он был жертвой вместо тебя и меня. И когда мы говорим о том, что через эту жертву Он совершил подвиг души, мы не до конца осознаем какие-то вещи, друзья. Мы не до конца осознаем то, что было сделано на Голгофском кресте. Когда мы говорим о Пасхе, это день великого воскресения Господа. Но это всего лишь продолжение одной истории, которая началась до. Когда Он пришел в Гефсиманский сад, и когда Он понимал, что будет происходить с Ним в ближайшие 2 дня. Он понимал, на что Он обрекает себя, и Он понимал, перед чем Он стоит сегодня, на сегодняшний момент. Давайте прочитаем несколько мест Писания о том подвиге души, про который здесь сказано. Что такое Пасха на самом деле? Пасха – это не только воскресенье, как я уже сказал. Это начиналось гораздо раньше, и это произошло еще в Гефсиманском саду. Евангелие от Луки, 22 глава. С 39 стиха. Иисус, как обычно, пошел на Оливковую гору, и Его ученики пошли с Ним. Придя на место, Иисус сказал: «Молитесь, чтобы вам не поддаться искушению». Он отошел от них примерно на расстояние брошенного камня, опустился на колени и начал молиться: «Отец, если Ты хочешь, пронеси эту чашу мимо меня, но пусть все будет не по моей воле, а по Твоей». Тогда с небес ему явился ангел и укреплял его. В муках Иисус стал молиться еще горячее, и сделался пот его, как капли крови, стекавшие на землю. Если ты не знаешь, что происходило дальше, тебе очень сложно понять, почему он молился такой тяжелой молитвой. Когда он стоял на пороге определенных дверей, и он понимал, что ему надо входить в эти двери, но это очень трудно. Это будет стоить ему всего. Когда мы стоим на пороге важных решений, мы понимаем, что если мы сделаем сейчас это решение, мы потеряем все то, что нас окружало. Мы лишимся всего того, что у нас есть доброго, и шагнем в неизвестность. Это очень страшно. Но он понимал, куда он идет, и он понимал, что с ним будет в ближайшие 2 дня. И Библия говорит, он, страдая, молился и говорил, чисто человек внутри него говорил: «Если возможно, пусть эта чаша пройдет мимо меня». И страдания его сердца, они были настолько сильны, что это напряжение внутреннее, оно произвело то, что полопались капилляры, такое напряжение в кровеносной системе, которое не выдержали фактически капилляры. И пот смешался с кровью, и он падал с его лица. Когда мы читаем все эти места Писания, Евангелие от Луки, 22 глава, продолжение, 47 стиха, он еще говорил, когда приблизилась толпа, во главе которой шел тот, кого звали Иудой, один из 12 учеников. Он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Иисус сказал: «Иуда, ты поцелуем
предаешь Сына Человеческого. Когда мы читаем все эти места Писания, это всего лишь история. Это всего лишь одна из историй, которая случилась с очередным персонажем. Но мы не понимаем, насколько этот человек вкладывал, или эта личность, Бог, человек, он вкладывал самого в себя, в тех людей, которые его окружали. Он вкладывал свое сердце в этих людей годами. Он отдавал самого себя, проводил с ними время. Он их учил, он их наставлял, за них молился, постился. Вместе с ними он ел хлеб. И он делил свой хлеб с этими людьми. И когда приходит этот человек, и ты понимаешь, что этот человек сегодня затаил обиду, затаил, может быть, неисполнившиеся желания, может быть, какая-то ненависть появилась в его сердце. Знаете, от любви до хейта буквально вот такое расстояние. И этот человек, он просто стоял, держа за спиной нож, желая ударить прямо в сердце. Иисус это понимал. И он говорит: ты пришел, друг, целованием предать меня. Мы не понимаем, насколько его сердце разрывалось, когда читаем вот эти все места Писания. И это все тот самый ад, который закончился крестом, он начался еще там, в Гефсимании. Он переживал те же самые трудные жизненные, эмоциональные ситуации, которые мы сегодня переживаем, и мы думаем, мы не сможем это пройти. Но он это прошел, чтобы показать, что это возможно вместе с Божьей любовью проходить. И он говорит: я понес это отвержение, это предательство на крест, чтобы ты знал, что есть тот, который никогда не предаст, тот, который продолжает тебя держать за руку. Даже если весь мир отвернется, даже если весь мир предательски будет держать против тебя этот кинжал в своей руке за спиной, улыбаться тебе в глаза. Господь говорит: даже если люди все будут вокруг тебя подобные, я твое сердце знаю, и я держу тебя за правую руку. Когда мы читаем продолжение этой истории, 22 глава, 55 стих, посреди двора первосвященника разожгли костер. И Петр вместе с другими людьми сел к нему греться. Это тот самый Петр, который буквально за несколько часов до этого говорил: Иисус, если все тебя оставят и предадут, знай, я тебя не оставлю. Если все сегодня они отвернутся от тебя, знай, я готов пройти весь твой путь и пойти туда, куда ты пойдешь. И Петр вместе с другими людьми сел к костру погреться. Одна из служанок, увидев Петра в свете огня, пристально всмотрелась в него и сказала: этот человек тоже был с ним. Но Петр отрицал это. Я не знаю его, женщина, сказал он. Немного позже кто-то другой увидел его и сказал: ты тоже один из них. Нет, друг, ответил Петр. Примерно час спустя еще кто-то стал утверждать: точно, этот человек тоже был с ним, ведь он галилеянин, его по акценту слышно. Но Петр сказал: я не знаю, о чем ты говоришь. И тот час, когда он еще говорил, пропел петух. Господь повернулся и посмотрел на Петра. После этого взгляда тот самый кремень, который клялся, божился, который трижды отрекался прилюдно и говорил: тетка, ты попутала, ты вообще зачем на меня наговариваешь? Библия говорит, Петр вспомнил слова Господа, как он сказал ему: прежде чем пропоет петух сегодня, ты трижды отречешься от меня. А расплакавшись, он вышел с того места. Это близкие люди. Ближе у Христа никого не было. Это были те самые ребята, которые были его надеждой. Это были те самые ребята, на которых он оставил то дело, ради которого он пришел на землю. Это был начаток церкви, это были фактически те ребята, которые были костяком церкви. Это были те люди, о которых он думал, на которых была возложена надежда. И эти люди, без всякого зазрения совести, они сказали: я не знаю его. Он слишком опасен сегодня, чтобы верить в него. Он слишком неудобен сегодня. Он слишком, знаете, он сегодня не вписывается в определенные стандарты моего общества. Я не буду никому говорить о том, в кого я верю. Люди, охранявшие Иисуса, 22 глава, стали насмехаться над ним и бить его. Они завязывали ему глаза и требовали: пророчествуй, кто тебя ударил? И говорили ему много других оскорблений. Христос был оскорблен, Христос был осмеян людьми, Христос был оплен и унижен этим миром для того, чтобы ты сегодня получил
Его искупление, для того, чтобы ты сегодня получил взамен, вместо оскорблений. Да, пусть даже сегодня этот мир, он не принимает тех, которые называются именем Христа. Может быть, они продолжают оскорблять и оплевывать, но ты сегодня имеешь доступ к обмену, который был совершен через Христа Иисуса. Ты получаешь сегодня Его любовь, Его заботу, Его постоянное внимание. Даже если они над тобой смеются, даже если они сегодня тебя оплевывают и говорят, что ты ничтожество, Бог говорит сегодня о тебе. Ты мой любимый сын. Ты дорог для меня. Ты самая главная ценность, за которой я вернусь на эту землю. Ты тот человек, которого я вижу как огромного Божьего великана, который представляет меня самого на этой земле. Евангелие от Луки, 23 глава, продолжается. То, что было начато там еще в саду. Там они начали обвинять его. Это те люди, которые должны были служить ему. Это были священники. Это были люди, на чьих лбах было написано имя Божие, имя того, с кем они сегодня соприкоснулись. И Библия говорит, что они начали обвинять его. Мы установили, что этот человек совращает наш народ. Он запрещает платить налог кесарю и называет себя Христом царем. Пилат спросил Иисуса: «Ты царь иудеев?» «Ты сам так говоришь», — ответил Иисус. Тогда Пилат сказал первосвященникам и толпе: «У меня нет никаких оснований осудить этого человека». Но они настаивали. Он своим учением возмущает народ по всей Иудее. Начал в Галилее, а теперь пришел сюда. Это те люди, которые должны были принять его. И они говорили: это человек, совращающий наш народ с прямых путей. Это нечестивец. Это тот, который достоин смерти. Они просто предали его, унизили его, оскорбили его, отвергли его. И знаете, сегодня каждый из нас, мы вместо отвержения имеем возможность приходить к Богу, который принял нас такими, какие мы есть. Он никогда больше нас не отвергнет. Это то, что произошло с Иисусом, и Он платил цену за твое отвержение. Он платил цену, чтобы тебе и мне больше не жить в этом отвержении. Все то, что мы читаем сейчас, это была цена твоего и моего греха. Это была цена моего непослушания и моего бунта против Бога, желание жить собственной жизнью, желание своеволия. Никто из нас согрешил ни больше, ни меньше. Кто-то думает: я в принципе ничего плохого не делал, я даже ни разу не попробовал, как покурить. Я даже ни разу не попробовал там вкус алкоголя. Я был всегда хороший человек. Я никогда не матерился. Единственное, что, может быть, в голове появлялись эти мысли. А вот этот человек, да, он достоин смерти. Хочу тебе сказать, именно за тебя, такого хорошего человека, и умирал Христос. Потому что ты был человек, оборванный от Божьей связи. Ты был человек из-за бунта, из-за своей воли, из-за своей собственной гордости, оторванный от того, который любит тебя и который когда-то создал тебя. Евангелие от Луки, 23 глава, 11 стих. И продолжалось то, что мы читаем здесь. Ирод и его солдаты, посмеявшись и поиздевавшись над Иисусом, надели на него красивую мантию и отослали обратно к Пилату. Его троллили, его ненавидели, над ним смеялись, над ним ржали. Знаете, нам иногда сегодня так кажется, трудно жить, трудно находиться в этом черством, злом обществе. Христос это все прошел. И Он говорит: прими от меня мою любовь. Я сегодня понес эти чувства на крест. Я сегодня понес то, о чем мы читаем. Он говорит: я понес это все на крест. Я заплатил за тебя, чтобы ты принял через крест, принял от Божьей любви совершенно другие чувства к тем людям, которые даже этого недостойны, которые этого вообще ни грамма не заслуживают. Знаете, всегда Христос говорил: какая польза вам? Или что толку от того, что вы можете любить тех, которые любят вас? Он говорит: язычники делают то же самое. Совсем другое сердце. И это может быть только через принятие креста, через то, что было сделано Христом. Он говорит: когда вас ненавидят, вы благословляете. Когда вас проклинают и ненавидят, вы благословляете. Когда вам делают зло, вы продолжаете молиться за этих людей. Когда вас гонят, вы благотворите таким людям. Он говорит: вот это настоящее сердце Отца. Когда мы читаем дальше все эти места Писания, Пилат, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им: вы привели ко мне этого человека и сказали, что он подстрекает народ, допросив его в вашем присутствии. Я не нахожу его виновным в том, в чем вы его обвиняете. Другими словами, он бы мог сказать: вы
все это время клеветали на этого человека, и вы неправедно обвинили его. Дальше Библия говорит, что Пилат продолжает свою речь, и он подключает сюда Ирода и говорит, Ирод тоже не нашел в нем никакой вины, отослал его обратно к нам. Как видите, он не сделал ничего достойного смерти. Тогда все в один голос закричали: «Смерть ему! Отпусти нам Варавву!» Пилат же хотел отпустить Иисуса и еще раз спросил их, но они продолжали кричать: «Распни, распни его!» Неблагодарность, злоба, черствость – все это помноженное на 10. Мы читаем в этом коротком отрывке. Еще вчера они так удивлялись его чудесам. Еще вчера они так радовались, когда открывались уши, когда слепые начинали видеть, когда прокаженные очищались. Они говорили, какой силой он это все творит. Сегодня они потирали руки, и они говорили: убей его, уничтожь его. Вот эта кровожадность человеческая не знает предела. И мы видим, как священники подстрекают других, чтобы эта толпа растоптала и раздавила этого святого и Божьего человека. Знаете, когда мы думаем над всем над этим, мы не отдаем себе отчет в том, что Христос пришел к своему творению. Христос пришел к тем, кого Он сотворил, и те, которые всегда поклонялись, строили для Него храмы, строили для Него какие-то жертвенники, которые приносили бесконечные жертвы. И именно эти люди возненавидели Его больше всего. И именно эти люди отвергли, уничтожили, растоптали того, который должен был просто прийти в славе или быть принят в славе этими людьми. Сколько всего эмоционально Он пережил. Когда мы говорим о кресте, мы почему-то недооцениваем все вот это эмоциональное страдание, которое буквально это все происходило с ним за ночь и за утро. Это все происходило в очень кратчайшее время. Читаем дальше. Библия говорит, когда его повесили на крест, он говорит такие слова: «Отец, прости им, ведь они не знают, что делают». И дальше сказано так: солдаты разделили между собой его одежду, бросив жребий. Там есть его Евангелие от Иоанна еще сразу же. Когда воины распяли Иисуса, они взяли его верхнюю одежду и разделили на 4 части, каждому по одной. Рубашка Иисуса была без швов, сотканная целиком. Не будем ее рвать, решили они. Бросим лучше жребий и посмотрим, кому она достанется. Подождите, человек умирает. Человек умирает, и они даже, понимаете, у этого человека отбирают единственное, что у него было, и делят между собой. Ему даже не дали отдать это, не дали возможность просто отдать это родственникам, чтобы они забрали. Вот единственное, что осталось от него. И то он был лишен всего этого. Это случилось во исполнение сказанного в Писании. Они разделили между собой мои одежды и бросали жребий о моем одеянии. Это и сделали солдаты. Вы никогда не думали в таком ракурсе, что этот человек, Бог в обличии человека, который платил цену, Он заплатил полноту эмоционального истязания, эмоционального унижения, оскорбления, отчуждения, предательства. Он пережил все чувства. Когда мы говорим, что нам трудно, мы не можем что-то пережить, приди к Нему, который знает, что значит страдать эмоционально. Страдать, когда самое близкое, самые дорогие, они просто отворачиваются от тебя. Он знает твое сердце. Приди к Нему. Просто скажи: Иисус, я хочу разделить с Тобой то, что Ты сделал. Ты понес все мое чувство. Ты понес все мои эмоции на этот Голгофский крест, через все эти страдания. И Ты говоришь, что через Голгофский крест я могу сегодня получить взамен Твою любовь, Твое усыновление, Твое отцовство, Твоего сердца прикоснуться. Приходи к Нему со своими чувствами. Когда тебе трудно, когда тебе больно, не сиди в них. Просто приди к Нему, Он знает тебя, и Он знает, что ты переживаешь, потому что Он пережил все то же самое, и Он совершил подвиг души. Он стал выше этого. Когда мы читаем все эти места Писания, Евангелие от Луки, 23 глава, с 35 стиха, к примеру, народ стоял и смотрел, начальники же смеялись над Ним, спасал других, пусть теперь спасет самого себя. Если Он Божий избранник, Христос, солдаты тоже насмехались над Ним. Они давали Иисусу кислое вино и говорили: спаси себя, если ты царь иудеев. Один из распятых преступников оскорблял его, говоря: разве ты не Христос? Спаси себя и нас. Они продолжали троллить его, даже когда он висел, изнемогая
на кресте. Иоанна 18 глава с 19 стиха. «Тем временем первосвященник допрашивал Иисуса о его учениках и учении. Я открыто говорил миру, отвечал Иисус, я всегда учил в синагогах или в храме, там, где собираются все иудеи. Тайного я ничего не говорил. Зачем ты меня допрашиваешь? Спроси тех, кто меня слушал. Они наверняка знают, что я говорил». Когда Иисус это сказал, один из стоявших поблизости служителей ударил Иисуса по лицу. «Ты как разговариваешь с первосвященником?» — возмутился он. Священники, люди, которые тебе поклоняются. Именно они были теми первыми, кто истязали и били Христа. Я прочитаю сейчас два очень простых места Писания. И там есть два слова, на которые мы мало обращаем внимания. Но сегодня я хотел бы обратить внимание на эти два слова. Евангелие от Иоанна, 19 глава с 1 стиха. «Тогда Пилат приказал бичевать Иисуса. Солдаты сплели венок из терновника и надели ему на голову. Они одели его в пурпурную мантию, подходили к нему, говоря: „Да здравствует царь иудеев!“ и били его по лицу». Иногда я вижу картинки, где такой умиротворенный Иисус в прекрасном, красиво сплетенном веночке, нарисован на картиночке, полный мира, полный доброты, лицо, источающее умиротворенность и покой. Но когда мы читаем все эти места Писания, мы понимаем, что человек не может с таким лицом прийти ко кресту. То, что он прошел, когда мы читаем, тогда Пилат приказал бичевать Иисуса, и все, на этом закончено предложение. Мы не понимаем, что стоит за этим. Бичевание в Римской империи – это 40 ударов плетью. И плетью не такой, которая сплетена из шелковой ткани, когда различные странные люди показывают это. Это выглядит совершенно неестественно. Когда мы смотрим все эти голливудские какие-то постановки, это все не так, и это все не то. Когда мы вникаем в историю того, что происходило в те годы, плеть или бич, которым бичевали, на ручку были привязаны кожаные длинные такие веревки, на концах которых были либо согнутые кости очень острые, либо очень острые металлические предметы. И каждый удар, он давался для человека, которого избивали. Он давался с огромной болью, потому что каждый удар вырывал какой-то кусок плоти из его спины, из его ног, из его ягодиц. И там после 40 ударов не осталось просто вообще живого места. Это было все разодрано, разбито, все было затекло кровью. И когда мы читаем, что он был побит, многие люди не представляют, насколько исковеркано было его лицо, насколько неестественно выглядел этот человек с опухшим лицом, избитым, истекающим кровью от того венка, который вбили ему в голову. Шипы очень острые и очень твердые этого дерева, они были вбиты ему в голову. Именно оттуда текла кровь. И этот человек, полностью затекший кровью, это был тот, который платил мой грех. Это был тот, который всем этим, он просто приносил оплату за мои преступления, за мое непослушание, за мое своеволие и за мой бунт. Иоанна 19 глава, еще очень короткое послание или очень короткий отрывок Писания, на который мы почему-то перестаем обращать внимание, или который у нас иногда замыливается в голове. Неся свой крест, Иисус пошел на место, называемое лобным. Знаете, когда мы говорим «неся свой крест», сам крест – это была многоразовая штука. Это два огромных столба. Один привязывался горизонтально к рукам, а другой, он был чаще всего уже изначально вкопан в землю, в том месте, где происходили казни. Его оттуда не убирали, он там стоял всегда, потому что это была многоразовая штука, на которой постоянно вешали преступников. И этому человеку
давали тащить эту перекладину после всех побоев, после всех унижений. А эта штука могла весить. Это не знаете, это не из постановок христианских, из папье-маше. Штучка, которую человек пронесет 10 метров и вспотеет, потому что устал. От 35 до 50 килограмм весило это бревно, которое взвалили ему на руки и которое заставляли его тащить. Поэтому мы читаем, что там был человек один, когда Христос измотанный, он просто не мог подняться под весом этого бревна. Они заставили этого парня, который шел с жатвы, они возложили ему на спину это бревно, и он тащил это бревно. Потому что Иисус уже был настолько истерзан, настолько измучен, он просто сам еле передвигал ноги. Неся свой крест, Иисус пошел на место, называемое Лобным, а на еврейском языке Голгофа. Там Иисуса распяли, а с ним по обе стороны еще двоих. Иисус был посередине. Если мы читаем вот это послание, здесь написано, там Иисуса распяли, но за этим стоит целая жизнь. За этим стоит целая жизнь. Когда мы говорим о распятии, мы думаем так, что его просто прибили, он вздохнул, выпустил дух, сказал: «Отче, прости их всех, потому что не понимают, что творят», и умильно опустил голову. 6 часов мучений. И причем это мучение, которое произошло очень быстро еще с ним, потому что были люди, которые до 9 суток могли висеть на этих крестах и мучиться. Это была самая мучительная смерть того времени. Это была невообразимая пытка, которая пришла еще из Вавилона, когда вавилоняне, они просто не хотели осквернять нечестивыми телами, мертвыми телами свою землю, они вешали их на кресты. И эти люди умирали на кресте. Римляне подхватили эту историю. И самых последних преступников, самых последних негодяев в своей империи они распинали именно таким образом, они их мучили. Знаете, когда мы думаем про крест, мы даже не представляем, насколько это мучительная смерть. Я хотел бы сегодня прочитать один отрывок. Это смерть на кресте глазами медиков. Смерть на кресте глазами даже патологоанатомов. То, что происходит, когда человека вешают на крест. Это очень неприятная информация, но это та самая информация, которая не позволит нам преуменьшать жертву Христа, которая не позволит нам нивелировать то, что было сделано Христом ради нас, которая всегда будет держать нас в состоянии благодарности. И у тебя никогда не возникнет вопросов, за что тебе благодарить Бога. Только за это, что Он, и именно Он, висел вместо тебя на этом Голгофском кресте, и Он прошел через все эти страдания. Даже если я никогда не получу кучу благословений финансовых, даже если я никогда не получу исцеления, даже если никогда у меня ничего не поменяется в семье, я буду благодарным за то, что было сделано на Голгофе ради меня. Распятие, факты о распятии. Распятие было изобретено персами в 300 году до нашей эры и позже усовершенствовано римлянами. Это самая болезненная смерть, когда-либо изобретенная человеком. И термин «мучение» тут актуален как никогда. Это наказание было в первую очередь для самых отмороженных и злобных мужчин-преступников. Иисус был раздет до нога. Его одежда поделена между римскими воинами. Распятие гарантировало Иисусу ужасную, медленную и мучительную смерть. Колени Иисуса были согнуты под углом около 45 градусов, и Он был вынужден нести собственный вес мышцами бедра, что не является анатомически правильным положением, которое невозможно сохранять более чем на несколько минут без судорог в мышцах бедер и голени. Весь вес Иисуса давил на Его ноги с гвоздями, пробитыми через них. На минуточку, эти гвозди, это были ржавые металлические куски металла диаметром около сантиметра и длиной 18 сантиметров. Они были пробиты через Его руки и через Его ноги в эти столбы, на которых Он висел. Через несколько минут после того, как Его повесили на крест, плечи Иисуса были вывихнуты. Минуты спустя локти и запястья Спасителя также оказались вывихнутыми. Результатом этих вывихов является то, что Его руки должны были стать на 23 сантиметра длиннее, чем обычно. Кроме того, в Псалме 21:15 было исполнено пророчество: «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались». Данный пророческий псалом очень точно передает чувство Христа на кресте. После того, как были вывихнуты запястья Иисуса, локти и плечи, вес Его тела через руки вызывал давление на мышцы грудной клетки. Это заставило Его грудную клетку вытянуться вверх и наружу,
в самом неестественном состоянии. Его грудная клетка постоянно находилась в состоянии максимального вдоха. И чтобы выдохнуть, Иисус должен был опереться на пробитые гвоздями ноги и поднять собственное тело, позволив грудной клетке двигаться вниз и внутрь, чтобы выпустить воздух из легких. Его легкие находились в состоянии покоя с постоянным максимальным вдохом. Распятие – это катастрофа с точки зрения медицины. Проблема заключалась в том, что Иисус не мог свободно опереться на ноги, потому что мышцы его ног, согнутые под углом в 45 градусов, затекли и чрезвычайно болели, постоянно находясь в судорогах и в анатомически неверном, неправильном положении. В отличие от всех голливудских фильмов о распятии, жертва была чрезвычайно активна. Распятая жертва была физиологически вынуждена передвигаться вверх и вниз по кресту на расстоянии около 30 сантиметров, чтобы дышать. Процесс дыхания вызывал мучительную боль, смешанную с абсолютным ужасом удушья. Поскольку распятие Христа продолжалось 6 часов, Иисус все меньше и меньше мог переносить свой вес на ноги, так как его бедра и другие мышцы ног все более и более слабели. Увеличивалось смещение его запястья, локтей и плеч, а дальнейшее поднятие его грудной клетки делало его дыхание все труднее и труднее. Через несколько минут после распятия Иисус стал страдать сильной одышкой. Его движения вверх и вниз на кресте, чтобы дышать, доставляли мучительную боль его запястьям, его ступням и вывихнутым локтям и плечам. Движение становилось менее частым по мере того, как Иисус становился все более изможденным, но ужас неминуемой смерти от удушья заставлял его продолжать прилагать усилия, чтобы дышать. У мышц ног Иисуса развилась мучительная судорога от давления при попытке поднять собственное тело, чтобы выдохнуть. Боль от 2 раздробленных серединных нервов в его запястьях буквально взрывалась при каждом движении. Иисус был весь покрыт кровью и потом. Кровь была результатом бичевания, которое чуть не убило его, а пот – результатом его попыток выдохнуть. К тому же он был совершенно наг. А вожди иудеев, толпы и вор с одной стороны креста издевались, ругались и смеялись над ним. Кроме того, это наблюдала собственная мать Иисуса. Представьте его эмоциональное унижение. Физически тело Иисуса переживало целую серию ведущих к смерти истязаний. Из-за того, что Иисус не мог поддерживать адекватную вентиляцию легких, он находился в состоянии гиповентиляции. Его уровень кислорода в крови начал падать. У него развилась гипоксия. Кроме того, из-за ограниченных дыхательных движений уровень углекислого газа в крови СО2 начал повышаться. Это состояние называется гиперкритическим. Рост уровня СО2 заставлял его сердце биться быстрее, чтобы увеличить приток кислорода и удалить СО2. Дыхательный центр в мозгу Иисуса посылал срочные сообщения в его легкие дышать быстрее. Он начал тяжело дышать, судорожно хрипеть. Физиологические рефлексы Иисуса требовали от него более глубокого дыхания, и он невольно двигался вверх и вниз по кресту гораздо быстрее, несмотря на мучительную боль. Мучительные движения спонтанно начинались несколько раз в минуту, к радости толпы, которая продолжала издеваться над ним с римскими солдатами и Синедрионом. «Я же червь, красное размазанное пятно, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Псалом 21, 7, 9. Однако из-за пригвождения Иисуса ко кресту и его увеличивающегося истощения он не может больше обеспечивать кислородом свое тело. Гипоксия, недостаток кислорода, и гиперкапния, обилие СО2 заставляли его сердце биться все быстрее и быстрее. Теперь у него развилась тахикардия. Сердце Иисуса билось все быстрее и быстрее. Его частота пульса, вероятно, составляла около 220 ударов в минуту. Иисус ничего не пил в течение 15 часов, начиная с 6 вечера предыдущего вечера. Напомним, что он пережил бичевание, которое чуть не убило его. Он истекал кровью по всему телу из-за бичевания, тернового венца, гвоздей в запястьях и ногах, а также множественными рваными ранами, полученными им при избиениях и падениях. Иисус уже был очень обезвожен, его кровяное давление упало до минимума. Его артериальное давление было, вероятно, около 80-50. Он был в шоке первой степени, с гиповолемией, низкий уровень крови, тахикардией, чрезмерно быстрый пульс, тахипноей, чрезмерно быстрым дыханием и гипергидрозом, чрезмерным потоотделением. Около полудня сердце Иисуса, вероятно, начало
пробуксовывать. Легкие Иисуса, вероятно, начали отекать, и это только усугубляло его дыхание, которое было уже сильно усложнено. Иисус переживает сердечную и дыхательную недостаточность. Иисус сказал: «Я жажду», потому что его тело вопило о жидкости. «Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Псалом 21:16. Иисус остро нуждался в внутривенном вливании крови и плазмы с точки зрения современной медицины. Иисус не мог дышать и медленно, мучительно задыхался. На этом этапе у Иисуса, вероятно, развилось нарушение кровообращения. Плазма и кровь собрались в пространстве вокруг его сердца, называемое перикардом. «Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Псалом 21:15. Эта жидкость вокруг его сердца вызвала сердечную тампонаду, что мешало сердцу Иисуса биться правильно. Иисус, вероятно, в конечном итоге получил разрыв сердца. Его сердце буквально лопнуло. Скорее всего, именно это стало причиной его смерти. Чтобы замедлить процесс смерти, солдаты установили на крест небольшой деревянный уступ, который позволил бы Иисусу привилегированно нести свой крест, вес на кресте. Результатом этого было то, что на кресте могли умирать до 9 дней. Когда римляне хотели ускорить смерть, они просто ломали ноги жертвам, заставив жертву удушиться в считанные минуты. В 3 часа дня Иисус сказал: «Свершилось». В тот момент Он испустил свой дух и умер. Когда солдаты пришли к Иисусу сломать Ему ноги, Он уже был мертв, и ни одна из частей Его тела не была сломлена во исполнение пророчеств. Иисус умирал в течение 6 часов после самых мучительных и ужасающих пыток, когда-либо изобретенных. И последнее. Он умер, чтобы простые люди, такие как ты и я, могли отправиться на небеса. Когда мы читаем о распятии, когда мы читаем об этом позорном кресте, мы почему-то редко представляем себя и свои грехи. Мы почему-то редко понимаем, или где-то так далеко эта истина затерлась в нашей голове, что именно я должен был оказаться на этом позорном кресте. А он был всего лишь безгрешный, жертвенный ягненок, который стал заместительной жертвой ради меня. Когда в людях теряется смысл этой Голгофы, когда люди забывают, почему это было сделано, апостол Павел говорит, что это люди, которые снова и снова продолжают распинать Христа своей жизнью. Потому что они просто своими поступками, своими грехами, своими действиями, они обесценивают и нивелируют эту жертву в своей собственной жизни. Пусть у нас не будет чего-то в физическом мире, пусть мы будем, может быть, людьми, которые чего-то не достигли, чего-то не увидели, но я не хотел бы одного, чтобы мы были церковью, которая забыла эту жертву и которая ее сделала совершенно чем-то естественным, обыденным. Так хотелось бы, чтобы каждый из нас мы видели перед глазами именно этого Христа, который страдал ради тебя и ради меня. И даже не ради, а за тебя и за меня.